Добрый день, уважаемые педагоги, руководители, представители муниципальных команд Республики Коми. Конечно, наши международные эксперты, наши федеральные эксперты. Позвольте мне вас поприветствовать от лица всего коллектива Коми-Республиканского института развития образования на очень важном профессиональном событии для нашей республики. Мы проводим международный методический семинар, который носит очень символичное название «Эффективный учитель для эффективной школы». Нам очень важно, что данный семинар проходит в рамках проекта по поддержке школ, которые находятся в зоне риска, по поддержке школ, которые готовы перейти в эффективный режим функционирования. Данная поддержка осуществляется в рамках федеральной программы развития образования. И нам очень важно, что данный проект «Эффективная школа», он рассматривается как очень важное профессиональное событие именно в рамках нашей концепции, республиканской концепции по повышению качества образования. Конечно, именно Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми является инициатором программы поддержки школ, которые готовы перейти в эффективный режим функционирования. Уважаемые коллеги, и я очень рада, что сегодня на открытии нашего семинара, который будет длиться 3 очень насыщенных профессиональных дня, присутствует наш министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Владимировна Ефимова, которая и откроет наш методический семинар. Всем прекрасное, доброе, теплое майское утро, уважаемые коллеги. Вот уже во 2-й раз мы участвуем в таком прекрасном событии, международный методический семинар. Мне хочется назвать это мероприятие методическим, поскольку мы все с вами учителя, мы с вами методисты и по образованию, и по призванию, поскольку только сам учитель должен и может совершенствовать себя. То название, которое заявлено «Эффективный учитель для эффективной школы», у нас с вами не может быть неэффективной школы. И мы не можем быть, мы не имеем права быть неэффективными учителями. Поэтому я думаю, что нам есть что друг другу сказать, нам есть о чем поделиться опытом. И с огромным удовольствием я приветствую здесь наших гостей, которые во 2-й раз нашли возможность и присутствуют, и будут общаться с нами. Мы ожидаем присутствия еще федеральных гостей, они чуть позже присоединятся к нам. Дорогие друзья, я желаю нам с вами в эти 3 дня открытых глаз, широко распахнутых глаз. Слушайте друг друга, общайтесь, потому что роскошь общения не заменит ничего другого. Но и не могу не сделать государственное отступление, скажем так. Дорогие коллеги, дорогие учителя, 7 мая исполнился ровно год, как подписан указ президентом Российской Федерации о реализации национальных целей, национальных задач. У нас с вами уже прошел год, как стартовал нацпроект образования в том числе. Хочу немножко познакомить вас. Республика Коми разработала 9 региональных проектов в рамках нацпроекта образования, которые все как один, прямо или косвенно, нацелены и ориентированы на учителя. Есть отдельный региональный проект «Учитель будущего», который мы тоже начали реализовывать. Но все мы знаем, что нацпроект образования преследует 2 основных цели. Первое – это, конечно же, повышение качества общего образования. То есть наша школа должна быть высоко конкурентной на уровне школ всего мира. Ну и вторая задача, вторая цель, которая, на мой взгляд, может быть субъективно, более важна, это формирование духовно-нравственной, развитой
личности, то есть наших детей. Поэтому те формы, которые предлагает нам нацпроект образования, которые мы будем у себя в республике реализовывать, они все нацелены исключительно на ученика и на учителя. И самое главное в нацпроекте, дорогие коллеги, вы должны понимать, это не изменение формы, это не структура. Самое главное – изменение содержания. Содержания и подходов к организации обучения. Я всегда это говорю в последнее время, что, дорогие друзья, мы с вами не всегда успеваем за нашими детьми. А ведь именно от мотивации, от того, как мы организуем нашу работу, и зависит качество напрямую. Поэтому, дорогие друзья, все те мероприятия, которые заявлены в эти 3 дня, они безумно интересны, они проработаны, и они как раз предложены вам для того, чтобы где-то переосмыслить то, что вы делаете, где-то пересмотреть свои, может быть, методические подходы к организации работы. А самое главное – пообщаться. Поэтому, дорогие друзья, оптимизма вам, радости от общения, удачи, новых находок, новых идей. Учитель никогда не имеет права оставаться на месте. Поэтому пусть эти мероприятия, эти дни позволят вам переосмыслить, переоценить свои формы и методы работы. И все то, что будет происходить дальше, позволит нам повысить качество образования. И еще раз говорю, у нас с вами эффективная школа, эффективные учителя, поэтому давайте двигаться вперед и дальше. Успехов вам, хорошего настроения в первую очередь. Спасибо, Наталья Владимировна. Нам очень важно, что именно такие профессиональные смыслы, они лежат в основе нашего метрического семинара. Мы действительно сегодня понимаем, что мы реализуем региональные паспорта проектов, которые наполнены именно важным содержанием в рамках национального проекта образования. Мы будем вместе с вами работать и в рамках национальной системы учительского роста. И самое важное, уважаемые коллеги, что в этом году присутствуют на нашем семинаре все 20 муниципальных команд. Уважаемые коллеги, я очень рада, что у нас будет возможность как раз обсуждения и погружения в тематику данного семинара в контексте именно работы команды, муниципалитета, в которой присутствуют и школы-лидеры, которые уже готовы сегодня выступать экспертами в области повышения качества образования, и школы-участники проекта, которые сегодня готовы переходить на эффективный режим функционирования, понимая, что наша цель не только создать программу улучшения образовательных результатов, но настроить всю команду образовательной организации каждой школы на тот элемент нашего профессионального созидания, который позволит улучшить образовательные результаты, конечно, наших обучающихся. Дать им возможности для социального лифта, для образовательного лифта. Потом, уважаемые коллеги, конечно, будем с вами обсуждать, а что же такое эффективная школа. Будем обсуждать, что должно быть в центре программы повышения качества образования в каждой школе. И, конечно, нам очень важно, что сегодня вместе с нами тоже работает команда. Команда международных экспертов. И я хочу предоставить слово руководителю команды международных экспертов для приветствия. Андрей Витальевич Коптян, вам слово для приветствия. Доброе утро. Спасибо большое за то, что пригласили нас сюда. Мы с удовольствием сразу же, как только мы узнали, начали собираться и приехали. С большущим удовольствием к вам снова встретиться и пообщаться. Я полностью согласен и поддерживаю на 100% Наталью Владимировну, что общение – это великая роскошь. Это действительно то, что позволяет нам с вами находить новые идеи, делиться какими-то творческими замыслами и позволяет получать интерес от работы. Потому что учительская работа, она на самом деле очень интересная. Она необыкновенно разная каждый день. И в то же время может показаться, что работа учителя она немножко такая, как бы рутинная. Вот, тут надо оценки выставлять, тут надо с родителями, бумаги опять и так далее. Но если повернуться именно с точки зрения эффективного учителя, то все на самом деле смотрится намного интереснее.
Поэтому я надеюсь, что наше с вами сотрудничество в течение этих 3 дней будет эффективным и будет интересным. И мы получим тот заряд энергии и то сокровище, которое действительно, так сказать, есть у каждого из нас. И еще я бы хотел вас призвать к следующему моменту. Группа, которая приехала к вам, нас 4, значит, это очень замечательные ребята. И поэтому вы не стесняйтесь, как бы, так сказать, не замыкайтесь, и не сидите тихонечко, постарайтесь именно влиться в общение, задавайте любые вопросы, которые вам интересны или, может быть, которые вас тревожат, может быть, даже и поделиться. А вот как вот у нас вот так, вот у нас есть, например, вот такой вот барьер, вот такая трудность, у вас такое бывает, получается у вас как-то это решить, или, может быть, у вас что-то другое. И на самом деле это даст очень большой, так сказать, импульс и, может быть, даже откроет какие-то новые перспективы и направления в том, чтобы и вам, и вашим ученикам в школе было интересно и увлекательно. Еще раз вам большое спасибо за то, что вы дали мне возможность приехать в Сыктывкар. И я надеюсь, что мы поработаем очень эффективно. Спасибо. Мы продолжаем. Уважаемые коллеги, у вас у каждого на руках наша уникальная программа. Мы ее в этом году выстроили очень интересно. Дело в том, что каждый из вас может выстроить свой индивидуальный методический маршрут. Уже начиная с сегодняшнего дня, вы уже будете ответственны именно за этап погружения во все те профессиональные смыслы, которые сегодня мы с вами будем обсуждать. И очень важно, что самые различные формы в этом году мы выбрали. От открытых лекций, панельных дискуссий до именно таких семинаров коучей, которые будут определять, что мы все готовы действительно к профессиональному общению. И очень важно, что в этом году мы для всех коллег создали коворкинг-зону. У нас аудитория 217, это аудитория для постоянного профессионального общения. Если у вас возникают вопросы, вы можете зайти в аудиторию 217, отметить у нашего методиста, который сопровождает коворкинг-зону, что вас интересует вот такой-то методический вопрос, такая-то методическая проблема. И мы в течение 3 дней можем создать вот именно по принципу коллаборации возможность обсуждения той или иной проблемы, которая вас интересует. Поэтому, кроме того, что вы будете присутствовать на различных формах наших профессиональных событий, коворкинг-зона, я надеюсь, будет являться для нас очень интересным, уникальным таким событием, где мы можем действительно найти возможность подискутировать, непосредственно пообщаться со всеми нашими экспертами. И, уважаемые коллеги, в этом году вместе с нами будут работать и федеральные эксперты. Я хочу вам представить наших федеральных экспертов. Они уже приземлились в Сыктывкаре, и команда федеральных экспертов вот мне передали, приветствуют вас пока именно офлайн. Сегодня они начнут работать с нами с 11 утра. С нами будет работать Бысик Надежда Викторовна, ведущий эксперт Центра социально-экономического развития школы Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Надежду Викторовну мы хорошо знаем, она очень часто работала вместе с нами на методических семинарах именно офлайн. Сегодня она приняла решение, что в течение 2 дней будет работать с нашими школами, которые готовы перейти в коллективный режим функционирования. И Надежда Викторовна является инициатором данного проекта на уровне Российской Федерации. Я хочу сказать, что данный проект был рассмотрен на уровне еще Министерства образования и науки Российской Федерации в 2013 году. Именно Высшая школа экономики инициировала создание проекта по поддержке школ, которые находятся в зоне риска. И Надежда Викторовна все будет с нами работать. К нам присоединяется тоже сегодня, уже в 4 часа, Иванова Инна Васильевна. Она является руководителем проекта «Школа управления». И она будет проводить проектные сессии именно для директоров образовательных организаций. Нам очень важно, что впервые в нашей республике будет Махнев Николай Аркадьевич, который является исполнительным директором проекта по поддержке именно сельских школ. Это федеральный проект,
и все новые смыслы развития сельской школы нам представит. Вместе с нами будет Соловьева Юлия Алексеевна в режиме онлайн. Юлия Алексеевна является методологом 2 проектов. Проектов поддержки школ с низкими результатами и школ, которые отрабатывают новые технологии внедрения в ГОС. Она тоже будет сегодня вместе с нами. Она эксперт федерального уровня. И все наши республиканские отчеты она именно контролирует. И в федеральном отчете по проекту по повышению качества образования мы занимаем лидирующие позиции именно благодаря тому, что мы отрабатываем новую форму повышения качества образования именно через проект «Эффективная школа», в центре которой работа команд. Конечно, очень важно, что с нами будет работать Клименко Александр Евгеньевич, руководитель одного из проектов «Учи.ру», Горностаев Игорь Сергеевич, Мамонтов Денис Игоревич. Это все наши партнеры, которые отрабатывают новые уже платформы, и это все связано уже с цифровым образованием. И, конечно, уважаемые коллеги, хочется представить нашу региональную команду. Она очень большая, но очень важно, что мы работаем командой вместе с опорным вузом нашей республики. И действительно, на каждой площадке мы будем работать именно вот такими 3 командами. Международные эксперты, федеральные эксперты, республиканские эксперты. И я прошу поприветствовать наши команды муниципалитета от лица опорного вуза нашей республики, доктора педагогических наук Наталью Николаевну Новикову. Уважаемые коллеги, я очень рада сегодня присутствовать на этом мероприятии уже 2-й год. И благодарю наших коллег из Хьюстона, которые перелетели 1000 километров, 14 часов на любые самолете для того, чтобы быть с нами. Это уникальная возможность для каждого из нас оценить то, на каком уровне сегодня развития находится каждый учитель, каждая школа. Работая 10 лет в школе, и год я заменяла директора школы, я прекрасно знаю, что сегодня в школе очень много проблем. И с одной стороны, с другой стороны, государство ставит большие задачи. И третье – это наши дети, которые совершенно другие, не такие, как 10 лет, не такие, как 20 лет. Я это вижу сейчас по своим студентам, которые приходят к нам в университет и которых мы пытаемся научить быть учителями будущего. И сегодня очень важно нам объединиться для того, чтобы понять, какая же школа должна быть, какой должен быть эффективный учитель. Только сотрудничество, только взаимодействие поможет нам осознать, каким образом мы должны сегодня обучать современных детей. Я согласна с Натальей Владимировной. Можно очень много говорить о нацпроектах, но самое главное – это методики. Каждый учитель на каждом уроке должен понимать, как сегодня на современном уровне учить современных детей. Вся моя научная деятельность связана с информационными сейчас цифровыми технологиями. И тоже мое убеждение, что мы сегодня должны разрабатывать методики использования и мобильных телефонов, и интернет-сервисов на каждом отдельном уроке. Вот сегодня буквально в 16:00 будет выступать мой магистрант. Он всего 1,5 года отработал в школе. Но сейчас мы уже разрабатываем методику использования мобильных телефонов на уроках географии. Я считаю, что вот такие разработки сегодня нужны в школе, чтобы мы понимали, что дети у нас совершенно по-другому хотят учиться. Поэтому я надеюсь на сотрудничество, взаимодействие и согласна с Андреем. Задавайте вопросы, особенно коллегам из Америки. Почему? Потому что у них совершенно другая система образования. И когда я приехала 3 года назад в школу, для меня многое было в диковинку, очень много того, что у нас по-другому. Но когда мы поймем, каким образом там организована деятельность, мы поймем, как нам работать. Не обязательно копировать опыт. Самое главное понять и найти эффективные методы. Я желаю всем успехов творческих,
взаимодействия. Удачи! Итак, наш методический семинар считаем открытым. Я понимаю, что те аплодисменты, которые звучали во время приветствия, они определяют вашу готовность идти вместе с нами в течение этих 3 дней на пути именно профессионального совершенствования. Мы с вами сегодня на этом пути находимся. И я очень надеюсь, что у каждого из вас будет индивидуальный результат, но будет и коллективный результат. И позвольте, уважаемые коллеги, начать наш семинар с открытой лекции. С открытой лекции, которая носит очень профессионально значимое, на наш взгляд, наименование. Именно в рамках открытой лекции, спасибо вам, что были с нами, спасибо. Именно в рамках открытой лекции мы будем с вами обозначать те задачи, которые будут стоять именно перед каждым из нас. Я внимание обращаю. Да, мы будем сегодня с вами говорить о региональном проекте «Учитель будущего». Но как уже сегодня сказали, что учителя – это мы с вами, но мы работаем сегодня. Но понимаем, что результаты нашей деятельности сегодняшнего дня – это отражение образовательных результатов наших обучающихся и сегодня, и завтра. Поэтому мы с вами постараемся в рамках этих всего лишь 40 минут определить, как же нам от идеологии и стратегии перейти к осознанию структуры и содержания нашей деятельности. Как нам с вами понять, что действительно только от качества преподавания зависит качество образования. Итак, уважаемые коллеги, я хочу внимание обратить, что, конечно, региональная модель проекта «Учитель будущего» «Учитель будущего», она связана, конечно, с нашими региональными профессиональными контекстами. И мы должны учитывать, конечно, особенности не только нашей республики, но особенности социально-экономические, профессиональные особенности каждого муниципального образования нашей республики, каждой территории, а значит и каждой школы. И действительно, проект «Эффективная школа» нацелен именно на осознание специфики каждой образовательной организации. Сегодня мы с вами должны понять, что работа в проекте «Эффективная школа» начинается с анализа кадрового состава. Именно мониторинг кадрового состава каждой образовательной организации, он определил те профессиональные дефициты, с которыми мы с вами будем вместе работать в течение этих 3 дней. Но каждый из нас должен осознавать, что наша совместная работа – это работа, конечно, в контексте указа президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года. Да, уже прошел год. И сегодня на уровне каждой республики, каждой территории Российской Федерации разработаны региональные проекты по повышению качества образования. Вы видите 2 глобальные цели, которые ставит перед нами президент Российской Федерации. Это обеспечение глобальной конкурентоспособности, конкуренции российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. И вторая, важнейшая цель – это воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Поэтому, уважаемые коллеги, конечно, данный социальный контекст, он определяет и цель проекта «Учитель будущего». Вы знаете, что на уровне республики региональный паспорт проекта уже принят. Сегодня начинается разработка муниципальных паспортов проекта «Учитель будущего». Давайте посмотрим на цель, которая здесь обозначена. Действительно, цель проекта, она очень
коррелируется, очень профессионально коррелируется именно с целью нашего проекта «Эффективная школа». Давайте посмотрим. Цель проекта «Эффективная школа» – это разработать и реализовать мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях. И мы должны внимание обратить, что с 2013 года, как я уже говорила, на уровне федерации данный проект уже реализован. Данный проект реализован, и есть очень интересные модели, как работает разная территория на уровне Российской Федерации. У каждой территории своя методология повышения качества образования. Но всегда в центре проекта само профессиональное смысловое понятие «эффективная школа». Давайте внимание обратим, что же такое эффективная школа. Эффективная школа – это образовательная организация, которая способна обеспечить всем обучающимся равные шансы на получение качественного образования. Поэтому мы должны осознавать, не случайно с самого начала все время говорю команда, команда, команда. Команда экспертов, команда муниципалитета, команда общеобразовательной организации. Только команда может действительно сегодня стать участником проекта «Эффективная школа». Но кто же входит в команду? Да вот если мы говорим о команде, то, конечно, лидирующую позицию, уважаемые коллеги, будет занимать директор. Директор именно как лидер своего коллектива. И в рамках нашей информационной методической сессии у нас будет несколько для вас событий, которые связаны как раз с повышением профессионального уровня компетенций директоров школ. Но самое важное, конечно, что директор работает с преподавателями, которые воспринимают себя именно как школьная команда. От качества преподавания по каждому предмету зависят образовательные результаты наших обучающихся. И в центре нашего внимания, конечно, учащиеся. И мы несколько событий методически будем посвящать именно повышению образовательных результатов обучающихся, а именно изменению их мотивационной составляющей. Но без родителей невозможно нашу школу сделать эффективной. Поэтому, конечно, еще один из важнейших профессиональных элементов эффективной школы, конечно, это родители и внешнее сообщество. Кто с нами работал уже на протяжении 2 лет, тот знает, что внешнее сообщество – это и наш депутатский корпус, и наши общественные организации, которые влияют на имиджевые составляющие нашей общеобразовательной организации. А теперь давайте внимание обратим на исследовательское поле проекта «Эффективная школа». В 2013 году на уровне Российской Федерации данный проект был инициирован. Но в течение последних 10 лет «Эффективная школа» – это целое профессиональное движение. Уже прошло более 45 международных конференций, где обсуждаются вопросы, проблемы развития эффективных школ. Посмотрите, пожалуйста, на понятийное поле. В международном пространстве есть 3 понятия. Школьная эффективность, когда в данном случае в центре внимания единые ценности, о них мы тоже будем говорить. Это школьный improvement, то есть постоянное улучшение тех процессов, которые заложены в основе деятельности школы. То есть запланированные изменения, которые постоянно мониторятся. Это суть тоже нашего проекта. И еще одна важная понятийная составляющая, новая для нашей республики. Мы об этом не говорили, но Надежда Викторовна Бысик вместе с нами будет рассматривать данное исследовательское поле как новый смысл для нашей школы. Это резилиентность школы. То есть в рамках исследования ПИСА это способность преодолеть неблагоприятный контекст, который может быть о образовательной организации. И самое главное, что именно школа, несмотря на различные неблагоприятные контексты, семейные,
социальная. Она может и должна выполнять функцию социального лифта. Вот именно это исследовательское поле и будет в центре нашего внимания в течение 3 дней. Уважаемые коллеги, итак, школьная эффективность, школьный improvement и резилиентная школа. Вот эти 3 понятия, с которыми будем вместе с вами работать и в рамках нашего проекта, который будет длиться в течение всего года. Итак, уважаемые коллеги, у нас 4 профессиональных трека. Каждый из вас выбирает свой индивидуальный маршрут. Он может менять профессиональную линию, но я очень прошу осознать, что это не случайный профессиональный трек. Мы будем с вами работать над тем, что действительно качество преподавания формирует качество учителя настоящего и будущего. Мы будем с вами говорить о том, каким же образом мы можем применять международные исследования качества образования для изменения образовательных результатов в нашей школе. 3-й трек очень важный, сегодня о нем уже говорили, это цифровая образовательная среда. Конечно, у нас есть федеральный проект «Российская электронная школа», но мы сегодня понимаем, что технологии цифровизации в рамках национального проекта «Цифровая экономика» сегодня определяют, что уже с 1-го класса формируются новые цифровые компетенции у наших обучающихся, а значит и у наших педагогов. И 4-й трек, он связан с тем, что мы понимаем, что учитель настоящего и будущего всегда будет находиться в зоне непрерывного профессионального развития. И только от самого педагога зависит, будет ли это только формальное образование, курсы повышения квалификации, либо это будет система непрерывного развития, которая состоит из формального образования, да, повышения квалификации, неформального образования, это участие в методических семинарах, вебинарах, в зависимости от потребностей педагога. И, конечно же, информальное образование, которое определяет участие педагога уже в конкурсном движении, умение педагога стать экспертом, умение педагога быть наставником. И именно этой теме посвящено тоже несколько наших событий. Итак, непрерывное развитие педагога. Это 3 модели. Формальное образование, неформальное образование и информальное образование. И мы сегодня уже в 11 утра, в 11 часов, да, вот так, утреннего времени, будем говорить сегодня о наставниках. Кто такой наставник? Кто готов сегодня быть наставником? И только ли молодым педагогам нужны наставники? Итак, уважаемые коллеги, следующий момент, на который я хотела бы остановиться, он связан, конечно, именно с тем, что федеральный проект «Учитель будущего», вы уже видите, он действительно профессионально по смыслу скоррелирован с нашим проектом по повышению качества в каждой образовательной организации. Потому что очень важно, что на уровне каждой образовательной организации уже начиная с сентября этого года будет проводиться интенсивная работа по выявлению профессиональных дефицитов наших педагогов, на основе которых мы должны уметь выстраивать индивидуальную траекторию профессионального развития. А значит, именно сегодня на методическом семинаре мы вместе с вами будем диагностировать инструмент выявления профессиональных дефицитов и профессиональных потребностей наших педагогов. Мы понимаем, что процедура аттестации, которая, да, уже меняется, вы знаете, что уже есть проект по 2 новым должностям в образовательных организациях. Этот проект сегодня тоже настроен на то, что сегодня у педагога появляются новые функции. Не только педагог, который преподает, но педагог, который готов быть экспертом. Педагог, который готов методически сопровождать команду своей образовательной организации. И вы, наверное, видели уже в проектах функциональную особенность 2 новых должностей педагогов, которые сегодня, уважаемые коллеги, уже рассматриваются как должности, которые вступят в силу 2020 года. И, уважаемые коллеги, нам очень важно поработать с молодыми педагогами.
К нам молодые педагоги будут присоединяться. Внимание обращаю, что молодые педагоги сегодня рассматриваются не только как педагоги со стажем работы до 5 лет. Я внимание обращаю, что в федеральном проекте есть новое понятие. Молодые педагоги и педагоги, которые требуют сопровождения, это педагоги до 35 лет. Это тоже особая система работы, над которой мы сегодня с вами будем работать. Уважаемые коллеги, и несколько вопросов я далее передам слово уже нашему международному эксперту. Итак, какие вопросы мы должны друг другу будем задать, на какие вопросы мы должны будем ответить. Итак, почему же сегодня образование меняется? И как оно меняется, и чтобы мы сегодня вместе с вами способствовали изменениям в лучшую сторону? Что же происходит сегодня в зарубежной школе, в зарубежном образовании? Какие слабые и сильные стороны есть у школьного образования в России? А мы должны занять лидирующую позицию по конкурентоспособности. Конечно, мы должны понимать, что сегодня все изменения, и культурные, технологические изменения, социальные, глобализация, это все влияет на изменения. И мы должны не отстать, мы должны быть сегодня не только в курсе изменений, а мы должны знать инструменты, как способствует все это изменение в лучшую сторону качества нашего образования. Поэтому мы с вами понимаем, что результат образования, который воспринимается сегодня как важный профессиональный смысл нашими учащимися, нашими родителями, это человеческий капитал. А что это такое? Что такое человеческий капитал, который сегодня рассматривается именно как единое профессиональное понятие в международном образовательном пространстве? Это и знания, это и навыки, умения, и способности, воплощенные в людях, которые позволяют создавать, мне очень нравится это понятие, которое в европейском международном пространстве, создавать благосостояние. Какое? И социальное, и личное, и экономическое. То есть в данном случае мы как раз возвращаемся к тому понятию, о котором я говорила. Эффективная школа – это школа, которая дает возможности, шансы для каждого обучающегося, для благосостояния личного, социального и экономического. Вот ради этого, уважаемые коллеги, мы с вами собрались. Мы будем не только говорить о том, что ОГЭ – это образовательный результат. Мы рассматриваем сегодня образовательный результат, уважаемые коллеги, именно как человеческий капитал. Уважаемые коллеги, я позволю себе завершить свой блок открытой лекции и передать слово Андрею Витальевичу. Я не знаю, может быть, с кем-то, если мы не встречались в прошлом году, меня зовут Коптелов Андрей Витальевич, я работаю в Техасе, в университете имени Сэма Хьюстона, на должности доцента этого университета в колледже педагогическом, и также руковожу Центром по международному образованию. Мы работаем с несколькими странами, и как в США, так и в Европе. И вот Сыктывкар – это одно из самых любимых наших мест, когда мы всегда и ну, на самом деле просто с большим удовольствием мы собираемся и едем сюда, несмотря на большое расстояние. Я хотел начать с того, чтобы узнать, можно ли попросить вас поднять руки, кто здесь учителя? Просто обычные учителя. О, больше половины, спасибо. А кто здесь администраторы? Директора, завучи? Ага, спасибо большое. Методисты или, может быть, специалисты в области разработки программ? Понял, все, спасибо большое. Значит, ну вот это вот фотография основной площади нашего университета. И я хочу немножечко вам рассказать об университете, буквально одну минуту.
моя презентация будет на английском языке для того, чтобы моим коллегам было тоже более понятно, но если вы хотите, я буду говорить по-английски, хотите по-русски, как вам удобно. Я не знаю, не выучил, к сожалению, коми языка пока, несколько слов. Вот. По-русски, хорошо, давайте по-русски. Значит, университет расположен примерно в 100 километрах от Хьюстона. Хьюстон — это третий по величине город США. Первый — это Нью-Йорк, второй — Лос-Анджелес, откуда вот доктор Эджин родом. И третий — Хьюстон, он так меняется местами с Чикаго. То Чикаго становится третьим, Хьюстон четвертым, то Хьюстон становится третьим, а Чикаго четвертым. Они очень так конкурируют. В 100 километрах примерно на север от Хьюстона в сторону Далласа, если ехать из Хьюстона в Даллас, в сторону Далласа. Он был основан в 1879 году, и присвоено было имя генерала Сэма Хьюстона, который был героем революции в свое время, когда Техас ушел от Мексики к Соединенным Штатам Америки. И в то же время он был учителем начальной школы. И, кстати, я читал одну из его цитат, где он говорит, что я получал намного большего удовольствия, работая учителем в маленькой школе, нежели будучи губернатором одного из самых больших штатов США. Значит, университет является самым старейшим вузом по подготовке учителей. В общем-то, в 1879 году он был основан как педагогический институт. Более 80 различных программ для подготовки бакалавров в университете, 54 магистерских программ и 5 в нашем только колледже, 5 программ для подготовки докторантов и аспирантов. 72% примерно, колеблется цифра, обычно идет вверх, преподаватели имеют докторские степени докторов наук, и в этом году уже количество студентов, включая студентов, магистрантов и бакалавров, превысило 20 тысяч, по-моему, где-то приближаться к 23 тысячам человек. Из них более 400 человек — это международные студенты. В частности, вот у нас в колледже учатся ребята из Китая, из африканских стран, из стран Центральной Америки. В университете есть студенты из различных европейских стран, из Австралии, то есть очень большой такой разнообразный контингент. Соотношение студентов и учителей примерно 1 к 22. Вот. И средняя наполняемость класса около 30 человек. Тема, которая была предложена мне подготовить, это учитель будущего. На самом деле очень сложная тема. Я голову ломаю уже не первый день. И даже вот вчера мы, когда ждали самолета, в Москве сидели, разговаривали с коллегами, и интересно было знать их мнение. Но вот с самого первого дня я все-таки хотел начать вот это вот выступление, у меня не так много времени, с вопроса к вам. Почему я спросил, кто учителя, кто администраторы. Давайте мы попробуем так вместе разобраться, вот как по-вашему, можно ли сказать, что будущее определяется образованием, то есть какое есть образование, как оно развивается, вот такое вот будущее. Или же наоборот, может быть, что будет в будущем, так и образование будет. Такое будет образование. Или же, может быть, культура общества. А культура меняется, я могу вам точно сказать, потому что я работаю в Америке уже 18 лет, и иногда приезжаю в Россию, и когда вот на контрасте, ну, сразу видно, что меняется культура, начиная от вывесок, которые написаны на русскими буквами, но английские слова, вот, и заканчивая привычками людей. Или же экономикой, ну, бизнес — это часть экономики. Может быть, это влияет на будущее, особенно и на учителя будущего. Может быть, политика. Вот какое ваше мнение? Может кто-то быть так вот смелым в данный момент, осмелиться и высказать свою позицию? Или мы можем просто, я буду называть какой-то пункт 1, 2, 3, и вы руки будете поднимать. Вот я об этом думал, кстати. Все в совокупности, абсолютно интересно. А еще есть какие-то соображения? Давайте так, все в совокупности. А есть что-то, я согласен, на 100% согласен. Действительно, нельзя отделить одно от другого. Например, там, как отделить из куска хлеба муку или там воду. То есть это же одно целое, да? Конечно, мы только тесто делаем. Можем ли мы сказать, вот из этих вот компонентов, может что-то еще вы подскажете?
что может являться лидирующим компонентом? То есть образование, а еще какие-то есть? Политика. Безусловно, политика влияет на самом деле. Я слушал первые два выступления. Если у них не будет достойного образования, они будут понимать, что происходит. Какая же будет нация через бабки? Поэтому я думаю, что образование важнейшее. Я с вами полностью согласен. Безусловно, образование, оно... И даже если мы говорим о политике, то эти политики-то, они откуда выходят? Они же из школы приходят, потом, в конечном итоге, правильно? А из школы, из университетов, из общества. Вот Галина Владимировна отмечала, что общество тоже влияет огромное значение. И вот... не, ну смотрите, мы с вами на одном языке говорим. Нет, вполне серьезно. Значит, и в этом плане я еще хотел добавить, вот я не включил в первый слайд, умышленно. На самом деле, что происходит сейчас в мире, я буду говорить больше, наверное, с точки зрения того, что я знаю из опыта работы в американской школе и в американском университете. Я проработал в школе в США 11 лет. Я потом расскажу про это тоже немножко побольше. Мне кажется, что там мне удалось начать понимать, что такое эффективный учитель. Так вот, в настоящее время огромное влияние также имеют технологии. То, что сейчас происходит в мире, и в США в частности, таким образом, каким технологии внедряются в нашу жизнь, безусловно, это тоже повлияет на будущее, уже влияет на будущее, и на качество и подготовку учителя будущего. Культура общения. Смотрите, вот мы можем не только общаться лично, там, приехать друг к другу, но когда мы будем уезжать, мы можем обменяться с вами адресами, скайпом, вайбером, ватсапом, чем угодно, и будем разговаривать очень легко, как будто бы один из вас в Усть-Уме, а другой в Сыктывкаре, или там один в Кочпане, а другой еще где-нибудь рядом в республике здесь. Пристрастие и зависимости людей, которые... Вот, это интересно, очень интересно. Вот этот второй пункт. Оказывается, сейчас, и это связано с технологиями в частности, бизнес и развитие технологий базируется на том, чтобы сначала создать у человека зависимость, а потом предложить какое-то решение. Бизнес-решение, технологическое решение. Я вам поясню. Например, Facebook. Используется, да, в России Facebook? Или Одноклассники, или ВКонтакте. Какие-то еще есть социальные сети, наверное, Pinterest, я не знаю, что наиболее популярно здесь. Но представьте себе, вы сможете обойтись без вашего телефона один день? Вообще не трогать его. А ваши ученики? Они спят с ним. Серьезно? Они едят, и это лежит перед ними. Они не смотрят на тарелку, смотрят сюда. Может быть, что-то пришло через Facebook или через WhatsApp, или какие-то другие социальные сети, правильно? Они в туалет с ним ходят. Не, на полном серьезе. На полном серьезе. Зависимость. Это серьезная зависимость. Сейчас мы с двумя японскими коллегами, один из Осаки, другой из Токио, начали работать над очень серьезными исследованиями. И я даже страшно подступаться к нему было изначально. Это предупреждение, не прерывание, а предупреждение зависимости к вот таким мобильным устройствам и к интернету. И когда вот это вот, так сказать, начало этого исследования появилось, то очень четко стала прослеживаться та тенденция, что вот эта зависимость от технологии, она по своим психологическим компонентам, вообще проявлениям, равносильно зависимости к алкоголю и к тяжелым типам наркотиков, таких как героин, кокаин и так далее. Представляете, что происходит? Доступность совершенно буквально вот месяц назад мы были в Коста-Рике, и у нас было большое такое совещание, ну, как сказать, митинг. Ну да, совещание в Министерстве образования Коста-Рики. Это небольшая страна в Центральной Америке,
у них сейчас основная цель в образовании – это выпускать учащихся, которые говорили бы на двух языках. На родном испанском языке и на английском, причем на очень хорошем уровне. Почему? Потому что страна живет только за счет экологического туризма и экспорта кофе. Другого ничего нет. И им нужно, чтобы дети, которые выпускаются из школы, находили работу. Если они не находят работу, то появляется преступность. Причем с севера у них не очень благоприятные соседи, бедная Никарагуа, оттуда еще преступность. И вот у них стоит такая задача, что научить английскому языку. Но мои коллеги не дадут, так сказать, соврать, чтобы научиться английскому языку, нужно общаться. А без общения, ну, это не полное знание языка, тем более для них, когда они хотят развивать туризм или экспортировать кофе. И мы стали думать, каким образом, а так как я занимаюсь применением технологий в образовании с 1985 года, то мы стали думать, каким образом это сделать. Я им начал говорить, что давайте вот, скажем, компьютеры в классах же есть у вас там, или вот эти ноутбуки, давайте попробуем, скажем, наших учеников с вашими связать онлайн, и по скайпу, например, они будут разговаривать. А они говорят, нет у нас такого, особенно в отдаленных школах, которые находятся в подножии вулканов, у них 36 вулканов. А я говорю, хорошо, а как же вы хотите? Если ездить они не могут в англоговорящую страну. Да. Они говорят, у них у всех есть телефон. Давайте использовать вот это вот дело. Вот. То есть и доступность оказалась реальной. Даже те дети, которые живут в отдаленных районах, там есть интернет, там есть, пусть недорогой, но телефоны, они могут это делать. И также обмен и взаимопроникновение культур. Почему это важно, на мой взгляд, культура? И Галина Владимировна говорила как раз об этом. Потому что вот я недавно, кстати, слышал от кого-то из российских известных людей, что культура определяет поведение человека. А поведение человека определяет его судьбу. Возьмите, вот я читал новости, вот, тоже в самолете, 2 футболиста, по-моему, да, сейчас сидят в тюрьме. Поведение. Поведение этих футболистов определило их часть их судьбы. А если мы говорим об обществе, то есть культура общества определяет поведение людей в этом обществе, и, следовательно, его судьбу. То есть это очень тоже важный фактор. И если мы говорим, что образование определяет будущее, то вот все эти компоненты, взаимопроникновение культур, обращение внимания на те зависимости и привычки, которые появляются у наших учеников. А я вам только что привел пример, что прервать их практически так же сложно, как прервать вредные зависимости. И кроме того, доступность с помощью технологий общения, доступность получения любой информации. Это тоже очень важный фактор, который, на мой взгляд, учитель будущего не может игнорировать. И почему? А дело в том, что если мы не будем учитывать и считаться с тем, что интересно нашим ученикам, они нас не будут слушать. Мы можем держать их в узде какой-то период времени. Можем наказывать их, мы можем, так сказать, кричать на них. Но они будут ходить в школу из-под палки, а любое дело, которое человек делает из-под палки, оно не будет качественным, оно не будет, так сказать, удачным и успешным, и не будет развиваться, никогда не будет творчества. Вот я, кстати, в подтверждение моих слов о мобильных телефонах привел здесь таблицу вам. 5 лет, даже таблица 4 года. За 4 года использования обычных компьютеров, использования мобильных устройств в мире. Видите, какой идет скачок. И исходя из этого, и опять же, учитывая то, что я бы не хотел говорить о том, что я не знаю, а хотел бы, наоборот, так сказать, поделиться тем, что я знаю, на мой взгляд, один из важных элементов учителя будущего – это владение технологиями. Владение технологиями на уровне таком, чтобы они могли конкурировать, чтобы учитель мог конкурировать с учеником.
Потому что сейчас, вот давайте будем честными. Я, например, если со своими студентами начну говорить о технологиях, то где-то, скажем, там, работа с более фундаментальными программами, там, скажем, как графические редакторы или тот же пакет офисный, может быть, я им смогу дать фору. А если мы будем говорить о социальных сетях, вот использовании всех фейсбуков и прочих вещей, я думаю, что тут они меня заповедь заткнут моментально. Вот. Но вопрос опять же, ну хорошо, если они этим владеют, я очень хорошо знаю, значит это им интересно? Как вы считаете? Если это им интересно, значит они будут этим заниматься? Если мы дадим им возможность этим заниматься, правильно? А если мы хотим взять этот инструмент и повернуть его в нашу пользу, как учителя, и использовать этот инструмент или это приложение для того, чтобы учащиеся могли приобретать знания с помощью того, что им интересно, то, что они знают, то, с чем они ходят в туалет, спят и едят. Может быть, это действительно будет неплохой один из путей. Поэтому, на мой взгляд, использование таких направлений, как социальные сети, мы не можем сейчас игнорировать. Я все время говорю студентам такое выражение, когда мы говорим о использовании мобильных устройств, там, технологий и так далее. Вы не можете остановить уже этот экспресс, этот поезд. Его невозможно остановить. Но мы можем попробовать направить его в том направлении, в котором нам бы хотелось, в ту конечную точку, в которую бы нам хотелось. Поэтому для учителя будущего, на мой взгляд, очень важно подойти именно с позиции такой, чем живут наши ученики сейчас. Что мы хотим получить, чем живут они, и что хотим получить мы в результате. Безусловно, у нас есть и стандарты образовательные, которые спускаются сверху с Министерства образования, с Управления образования, различные нормативные документы и так далее. Но в конечном итоге мы же все равно выходим на разработку содержания в классе, в школе. Так вот, каким образом можно взять и использовать интерес, мотивацию и способности учащихся и соединить это с нашими целями и задачами для той будущей цели? Вот в этом как раз, на мой взгляд, и есть профессиональная черта учителя будущего. Да, у меня, наверное, уже все, времени больше нет, да, Владимир? Вот. Я думаю, давайте сделаем таким образом. У нас есть много что вам рассказать, много чем поделиться. И если честно, я волнуюсь не меньше вас. И мои коллеги, я знаю, они волнуются не меньше вас. Потом им уже и сложнее, потому что они не все понимают. И с точки зрения языка, и с точки зрения культуры. Вот, поэтому я вас призываю еще раз, и уже после того, как министр ушел, будьте совершенно открыты и задавайте вопросы, давайте будем, так сказать, общаться друг с другом. Мы даже когда готовились к этой поездке, попросили Галину Владимировну, давайте сделаем что-то, вот какие-то дискуссионные такие мероприятия, чтобы мы могли обратную связь. Потому что мы учимся тогда, когда мы делаем, а не тогда, когда мы слушаем лекцию. В большинстве своем. Вы не согласны с этим? Вот. Поэтому давайте будем общаться, давайте будем, так сказать, дискутировать, обсуждать это дело. И нам, например, очень интересно тоже ваше мнение знать. А то, что мы знаем, то, что мы вам привезли, еще очень много есть чем поделиться. Мы обязательно с вами поделимся. Спасибо большое. Итак, открытая лекция единственная завершилась.